участке Якутск-Кангаласы образовался затор. Облет по руслу реки совершил глава региона Айсан Николаев. Избавиться от неприятного запаха во время паводка. Качество воды в Якутске станет еще лучше. Предприниматели Нерюнгринского района, как пандемия отразилась на субъектах малого бизнеса. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. На Лене на участке Якутск-Кангаласы образовался затор. Суточный рост уровней составил 1,30 м, 2,70 м. Река Лена в пределах Ленского района очистилась ото льда. В Алекминском продолжается редкий ледоход. На реке Алдан на участке Охотский перевоз Крец-Хальджай в Тампонском районе начались подвижки льда и наблюдаются разводья. На реке Амгау гидропоста Терють наблюдается выход воды на пойму. На реке Амгау населенного пункта Чимная Татинского района продолжается повышение уровня воды. Уровни подходят к дворовым территориям. Облет по руслу реки Лены, где идет активная фаза ледохода, на вертолете совершил глава региона Айсан Николаев. У нас ледоход сейчас проходит в районе города Якутска. Проходит он, как всегда, непросто. Традиционно образовался достаточно большой затор в районе Кангаласского мыса. Но он осложняется, его ликвидация тем, что, во-первых, уровни воды были маленькие, и они за затором на самом деле сейчас низкие. Ну и то, что от Кангаласского мыса практически до Намцев лед достаточно неподготовленный, можно сказать, зимний лед лежит. Хотя вот уже от района Графского берега туда дальше к Алдану лед уже рыхлый, видно, что он подготовлен. И сейчас главная задача, чтобы в ближайшее время река, вот этот участок между Кангаласским мысом, Идейцами и Намцами быстрее прошла. Ну, здесь мы сейчас будем превентивные взрывы после обеда делать для того, чтобы помочь реке по ряду проток, по части по Буденновской протоке, чтобы уже река пошла. Сейчас вода у нас идет по протоке, которая в районе Сотинцев. Вот, поэтому идет, но там, так как глубины не сильно большие, все-таки расход воды не очень большой, но и, соответственно, здесь у нас в районе города Якутска, пусть незначительно, на уровне повышаются. Вместе с тем ситуация, конечно, далеко не критическая, так, я уверен, что уровни воды, когда поднимутся, все-таки само двинется, так, но и вот превентивные взрывы, которые будут сегодня проведены, они помогут этому процессу ускориться. На 12 часов у села Табага уровень воды 951 сантиметр, при критической отметке 970. В Якутске идет густой ледоход, уровень воды 825 сантиметров, при норме 827, по дамбе 1034 сантиметра. За час плюс 35 сантиметров. У поселка Кангаласы сохраняется затор, ниже и выше поста уровень воды 986 сантиметров, при критическом 1000 сантиметров это плюс 1 сантиметр за час. На данном участке прогнозируется дальнейший рост уровней воды. Сохраняется высокая вероятность затопления пригородов Якутска и ниже расположенных населенных пунктов. 52 дома подтопило в районе Даркылаха, где проживает 162 человека. В пригороде Якутска по улицам 1-я Пристанская, 2-я Пристанская, 50 лет Советской армии и Усть-Мархинка проживает 162 человека, в том числе 44 ребенка. В данное время ведется эвакуация людей, работают 2 группы спасателей. Отмечается, что развернут пункт временного размещения, куда заселились 5 человек, 2 женщины и 3 ребенка, один из них грудного возраста. Ранее мы сообщали, что спасатели эвакуируют людей с подтопленных дачных территорий в пригороде столицы республики. Яма. Операция по спасению 16 человек. Оперативная сотка поступила примерно в 9:30 утра. Через несколько минут мы были уже на месте. Но так как распространение воды очень большое, каждый раз мы отступаем, получается уже примерно около 2 часов мы возимся. Ну вот последняя группа из 3 человек уже заканчивала. Так что скоро будет все в порядке. Все живы, здоровы, без жертв, все нормально.
Уровень воды в Даркылахе повышается. Вода сильным потоком уходит в сторону дач в Жатае и Захаровке. Топить начало сегодня утром, и вода прибывает очень быстро, отмечают очевидцы. Продолжается эвакуация людей, дома которых оказались затоплены. В зоне подтопления находится и парк современных и древних животных. Пострадало имущество, музея и экспонаты. По словам директора парка Александра Файзеля, они работают с 2014 года и впервые встречают такой паводок. В 10 утра мы наблюдали воду уже на дороге. И после этого сразу вчера не приняли никаких действий. Ну, естественно, бдили, ходили каждые 2 часа, смотрели на воду. Вода поднималась. Ну вот после ночи подъем увеличился. Сразу начали суетиться. В 10 часов уже начали собирать вещи. Все, что ценное, повыше, на 2-й этаж. Вот сейчас занимаемся экспонатами. Самое последнее досталось им, потому что как бы сперва ценные вещи в доме, потом уже ценные вещи, которые во дворе. В доме все полы, все плавает, все стены начало повело уже, там, все. Сотрудники МЧС спасли лошадь, которая оказалась на затопляемом острове вблизи столицы республики. Вероятно, лошадь забрела в этот район, когда еще не было воды. За ночь вода поднялась в протоке реки Лена. В результате животное оказалось на острове примерно в 400 метрах от берега, отметили в ведомстве. Рабочая группа выехала на затопленный участок на плавающем вездеходе и с его помощью по безопасному участку протоки вывели животное на берег. 15 жилых домов и около 30 участков подтопило на Покровском тракте в столице республики в связи с весенним половодьем. Под постом ГИБДД на Покровском тракте рядом с Сонд Планета подтопило около 30 участков и 15 домов. Отмечается, что также в селе Хатасы начинает подтапливать 2 участка. Качество воды в Якутске станет еще лучше. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества «Водоканал». На водоочистной станции заработало новое оборудование. Оно позволит избавиться от неприятного запаха, который появляется в воде во время паводка. По сообщению «Водоканала», оборудование было предусмотрено в изначальном проекте новой станции, которую запустили в 2018 году, но от него отказались, чтобы снизить итоговую стоимость объекта. Однако работа станции в первый год после запуска показала, что такое оборудование необходимо. С этой задачей водоканальцы справились своими силами. Время показало, что вот это оборудование необходимо, и мы за счет собственных средств вот запускаем вот это оборудование. Полностью эта работа проведена службами акционерного общества «Водоканал» города Якутска. Это ремонтно-механический цех. Ну и, конечно же, работники самой водозаборной станции. Отработали здесь наши технологи. Ледовая обстановка в Усть-Майском районе спокойная. Оперативная группа МЧС Якутии провела облет затороопасных участков реки Алдан с Белькачи до наслега Кюпцы. Уровни воды ниже критических отметок. Наблюдалось возникновение затора на участке в 50 километрах ниже наслега Кюпцы, но на сегодняшнее утро опасность заторообразования на этом участке минимальная. В районе весной были применены превентивные меры по зачернению льда на затороопасных участках в Ижанцах и ниже Кюпцев на 58-м километре, что способствовало спокойному прохождению льда. Ледоход идет рвано в этом году. Уровень воды невысокий. Если бы не сделали превентивные мероприятия, которые, значит, вот ниже Ижанцев и ниже Кюпцев, то, соответственно, у нас заторов было бы уже на 2 больше. Значит, оперативной группой была проведена авиаразведка по маршруту Усть-Мая-Кюпцы для разведки ледовой обстановки. Значит, на данном участке везде проходит ледоход различной интенсивности, уровни воды ниже критических, река продвигает себе дорогу. Усиление ветра ожидается в Алданском, Нерюнгринском и Алекминском районах республики 14 мая. Ожидается усиление юго-восточного ветра в порывах местами до 18 метров в секунду, говорится в сообщении якутского гидромета. Населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
За минувшие сутки в республике выявили 46 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации в регионе. Всего в республике зарегистрировано 652 случая заражения коронавирусной инфекцией. 146 человек полностью выздоровели. Остальные получают необходимое лечение в стационарах региона. Ну а сейчас о ситуации в Алдане расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. Он на прямой связи со студией. Руслан, здравствуй. Тебе слово. Здравствуй, Юля. Да, за последние сутки в Алдане один случай подтвержденного заражения коронавирусной инфекцией. Больной помещен в инфекционное отделение. В то же время один человек выздоровел и выписался из больницы. Между тем, снятие карантина население города восприняло как буквальную свободу. Многие вышли и выехали на улицы города, не соблюдая масочный режим. Это при том, что в аптеках и магазинах нет дефицита на средства индивидуальной защиты. Вот как прокомментировал эту ситуацию главный санитарный врач Алексей Селютин. Не все, скажем так, серьезно воспринимают имеющуюся на сегодняшний день угрозу, чем могут вернуть нас к той точке, с которой мы начали. В главу республики введен масочный режим, обязательный для всех граждан. К сожалению, не все это соблюдают. Работать должны только те организации торговли, которые реализуют ту группу товаров, которая является товаром первой необходимости. К сожалению, также не все индивидуальные предприниматели соблюдают эти требования. На сегодняшний день органами местного самоуправления организована группа для проведения контроля этих мест реализации, где будут приняты меры административного воздействия. Врачи и медики, которые борются с пандемией и имеют непосредственный контакт с заболевшими коронавирусом, начали получать дополнительные выплаты, предусмотренные государством. Об этом сегодня заявил главный врач Центральной районной алданской больницы Дмитрий Сергин. Да, действительно, тем специалистам, которые находятся в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут произведены выплаты. Это из республиканского бюджета, а также федерального. Соответственно, все расчеты уже произведены, и выплаты будут произведены своевременно. И вновь о 75-летии победы в Великой Отечественной войне. Продолжается чествование ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, в Алданском районе их осталось всего двое. И вот в рамках акции «Здесь живет герой» на домах, где проживают ветераны, были прикреплены специальные таблички, обозначающие место их проживания. В момент открытия рассказали биографию ветеранов юноармейцы. И давайте посмотрим, как это было. Ветеран Великой Отечественной войны, старший матрос Баранов Анатолий Васильевич, 8 сентября 1926 года рождения. Был призван 31 декабря 1943 года. Воевал с 25 мая 1944 года на Балтийском флоте. Награжден медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны 2 степени. Помним, гордимся, чтим! Ну, вот такая вот у нас ситуация здесь в городе. Юля? Спасибо, Руслан. Я напомню, это был наш корреспондент Руслан Павлов. В Нерюнгринском районе 3000 субъектов малого и среднего бизнеса. Как известно, на время пандемии почти все из них приостановили работу. Как отразилась ситуация на предпринимателях, расскажет Александра Цыбикова. Ивановский текстиль начал свою деятельность в ноябре прошлого года. Естественно, все свои накопления и сбережения, а это почти 1 000 000 рублей, семья Воробьевых вложила в свой первый бизнес, который за 7 месяцев так и не начал полноценно функционировать. Очень большие убытки. Дело в том, что аренду никто не отменял. Свет, коммуналку, мы все это платим. Нам очень тяжело выживать в таких условиях. Почему работают магазины, такие как отдельно стоящие, допустим? У нас в Нерюнгре их не так уж и много. Буквально раз-два я обчелся. Почему такие маленькие магазинчики, как у нас, они не имеют права работать? Что нам делать, как нам выживать вот в этом во всем? Предприниматели несут огромные убытки, хотя и государство перенесло налоговую отчетность на осень, однако платежи никто не отменял. Выход из положения предприниматели видят в следующем. Чтобы нам, наверное, возместили то, что мы потеряли.
Я не прошу о том, чтобы нам дали что-то больше, но не работаем как бы хорошо. Но когда ты работаешь в убыток, это очень достаточно ощутимо, потому что когда нет вообще никакого дохода, есть семья, есть какие-то свои там непосредственные затраты, то есть это прям действительно отражается прям напрямую. В штате имеются, конечно же, сотрудники, которым я обязана, и так будет правильнее. Просто заплатить им хоть какую-то сумму, минимальный свой оклад, потому что люди тоже не виноваты в этом. Как признается Снежана, с начала пандемии ее выручка со 100% упала до 15%. Поэтому и пришлось искать другие выходы для связи с клиентами. С момента закрытия я молодец, я переобулась на доставку. У меня есть приложение UDS App, которое помогает клиентам и нам быть постоянно на связи. Мои постоянные клиенты совершают заказы. Все в целом неплохо. Но по сравнению с реализацией в торговом месте, вообще, в магазине, выручка, конечно, упала. Сегодня малый и средний бизнес действительно испытывает сильные потрясения, но есть и те, кто готов помочь. Так, например, агентство «Неформат Продакшн» помогает расширить рекламные возможности. Это маркетинг, стратегическое планирование и веб-технологии. Мало у кого получается, откровенно говоря. Инстаграм сложно вести. Вот, кстати, хороший пример. Я даже достану. Вот такая штука. Мало кто понимает, что это, но вот Нерурезко, это ребята большие молодцы, они сделали вот такую штуку, которая позволяет открывать двери, нажимать на кнопку домофона, звонить в звонок. Казалось бы, просто, но веяние времени. Предпринятые районными властями меры поддержки отразятся в снижении финансовой нагрузки, что, по предположению муниципалитета, позволит избежать массового закрытия субъектов малого и среднего предпринимательства. Завтра состоится очередная сессия депутатов, где рассмотрят дополнительные меры поддержки. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нирингри. Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.